В 2006 году постановлением мэрии объединили два участка и незаконно передали их под строительство многоэтажного жилого комплекса. Однако при проверке выяснилось, что данная территория отведена под городской парк. Такое положение утвердили еще в советское время генеральным планом и проектом детальной планировки города. Оценочная стоимость составляет 271 миллион сомов. Постановлением мэрии города Бишкек от 29 июня 2006 года в собственность ОСО «Грейт Дерби» для строительства многоэтажного жилого комплекса «Салам» согласно генеральному плану города Фрунзе, утвержденного постановлением Совмина Киргизской ССР, а также проекту детальной планировки южной зоны, утвержденного решением Государственного исполнительного комитета, на указанном земельном участке предусмотрено расположение городского парка и объектов для обслуживания парка. Данный факт зарегистрирован по статье 320 «Злоупотребление должностным положением Уголовного кодекса Кыргызской Республики». Прокуратура Октябрьского района столицы подала иск о возвращении земли в государственную собственность. Заместитель начальника управления земельных ресурсов мэрии города Бишкек Бакай Турдугулов ответил, что не обладает информацией о ранее предоставленных участках в 2006 году, но отметил, что земельные участки в столице в соответствии с земельным кодексом раньше предоставлялись через торги. Это либо через аукцион, либо через конкурс. В период с 2018 года по настоящее время земельные участки под строительство многоэтажных жилых домов в столице не предоставлялись. В связи с тем, что были до этого возбужден ряд уголовных дел, когда правоохранительные органы определяли коррупционные элементы, когда предоставлялись земельные участки. В связи с чем по поручению мэрии города Бишкек были разработаны ряд положений, которые усовершенствовали предоставление земельных участков. В настоящее время данные положения приняты Бишкекским городским кеңешем, и они будут действовать с момента принятия правил землепользования и застройки. После принятия данного положения земельные участки будут предоставляться только путем электронного аукциона. То есть, как раньше, конкурсов и аукционов не будет. Между тем, по словам председателя строительного комитета бизнес-ассоциации «Джия» Чолпумбека Ахматова, почти все строительные компании в Кыргызстане, прежде чем начинать строительство, берут все разрешительные документы для строительства. После начала строительства начинаются недоразумения. Это в основном соседи, которые живут поблизости. Пишут заявления. Некоторые пишут для вымогания денег. Хотя в законе не прописано, что нужно брать разрешение у соседей для строительства. Почему тогда разрабатывается генплан? Потому что город должен развиваться, обновляться. После того соседи начинают препятствовать строительству и пишут заявление в прокуратуру. Прокуратура отправляет запрос в главархитектуру и всем органам, которые дают разрешение на строительство. Не знаю, но, видимо, они боятся и отзывают разрешительные документы, в ходе которого страдают строительные компании, которые теряют в таких случаях огромные деньги и время. Никто об этом даже и не думает. Отметим, ранее было немало конфликтов между муниципалитетом, строительными компаниями и жителями, которые заселились в новом доме. Но земля, где построили дом, оставалась в аренде у муниципалитета. Азамат Кенджешев, Халыс Сакибаев, Нью ТВ.